Все, доброе утро. Ночка вообще пролетела незаметно, спал хорошо. Вот, и сегодня вот какой там, на четвертый день я вот чувствую накопившуюся усталость. У меня мышцы закислились в ногах вообще прям накопилось. Вот, и я не знаю, сегодня, пока, по крайней мере, не хочу никуда ехать. Время 10 утра. Буду лежать, отдыхать, сейчас чайку бахну. Вот, а там дальше посмотрим. Благо, говорю, день длинный, можно полдня валяться, потом вторую половину ехать. Сейчас вообще не хочу никуда ехать. Сейчас прям хорошо, погода классная. Сегодня дождик вроде вчера обещался, но сегодня уже нормально все пишет. Пишет, говорит, 18 градусов днем, вообще идеально. Солнышко, кайф. У меня сейчас столько чувств на душе, вот именно из-за света, солнца. Я вот лежу сейчас тут в лесу, и вот смотрю, вот эти вот листья жухлые, вот непонятно, там вот то ли осень, то ли весна, солнце в таком, под таким градусом, что вот непонятно. Я думаю, и говорю, и поэтому на душе вот столько каких-то чувств интересных. О, чаечек у меня уже там закипел. Главное не уронить сейчас кружку. Опа. Ах, горячая. Фух, попил чаечка. Пойду прогуляюсь здесь. Это вроде как бы остров. Там есть протока, отсоединяющая ее от материка. Пойдем. Ух, ветер с речки такой прям прохладненький, классный. Вот люблю я, знаете, вот это чувство, когда немножко прохладненько, так зябко. Обожаю. Поэтому холод люблю больше, чем жару. Вот от холода хоть можно спрятаться, можно одеться, а вот от жары ты никуда особо не денешься. Ну, либо только в воду запрыгивай, либо в кондиционер. А кожу вся не снимешь, как говорится. Так, я здесь пройду вообще. Непонятно. Вода мутная очень, ничего не видно. Что здесь, сколько глубина. Ладно, пойдем. Ох, капец, ноги замерзли. Ах, аж сводит. О. Хер дойдешь, тут такой брод длинный, блин. Дошел, блин. О, 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 о. Ой, холодная вода. О, хорошо, что ватер-шузы хоть взял. Классная вещь. Смотрите, бобры здесь работают. Красавчики как. Здесь берега обваливаются. Речка подъедает землю. Но там классные такие обрывы. Там, кстати, судя по карте, все уже идет тайга, поселений никаких нету. На сотни миль, там потом хребет горный идет. Ну, короче, там вообще ничего нет. Какие-то деревеньки есть, и туда можно только там самолетом добраться. Ну, либо пешком через тайгу, там по болотам всяким. Тут на острове дискотека какая-то, видимо, молодежь отдыхает. Сейчас вот гуляю, через них, наверное, буду проходить. Вот поэтому не люблю выходные. Народ дофига вот в таких местах отдыхает. Вот люблю, когда все работают. То, когда они отдыхают, они мне мешают все время. Вот вон там рейвуха, машины.
исследую здесь остров. Еще один бродик здесь. О, а вон там мини-рейв. Да даже не мини-рейв там вообще у людей. Нормальные движухи. У них там еще какофония. Там, видимо, музыка для мальчиков и для девочек. Там с одной стороны у них там Аврил Лавин, с другой такой минорный рок. Так, пробираемся сквозь завалы деревьев. Да, за Джеминайл все-таки эти какашки это лося, а то они повсюду здесь, вообще везде. И я не был уверен, чьи это. Лось. И как мы видели по картинке, это, по-моему, январский зимний лось. То есть он зимой здесь ходил. Здесь какая протока спокойная. Вот здесь, наверное, и рыбачить хорошо. Вот пока я честно удивляюсь вот подлеску, вот растительности. Вот вроде хожу в таких лесных дебрях, а паутины практически нету. Вот обычно, вот когда идешь по лесу, где-нибудь в средних широтах, вот в таком лесу, везде паутина, что-то насекомых много. Ну вот, клещи там еще. А здесь вообще ничего нет. И клещей я ни разу клещей не видел. Пока меня поражает. Может быть, не время, а может и так и всегда будет. Ну, какое не время-то? Июнь. Июнь сейчас самый разгар. Шел назад, прошел весь остров. Почти 7000 шагов прошел, хорошо. Тут люди отдыхают сейчас. С энергетикой, кстати, пока проблем вообще никаких нет. Каждый день солнца много. Пауэрбанк всегда полный. Всего хватает. Это хорошо. Что-то здесь вообще шумно уже стало. Народ понаехал, блин. Как на кемпинге, блин. Я сижу уже, думаю, сейчас поеду, никак не могу начать собираться. О. Hi. Shit, I didn't even see you there. Yeah, I just... I was like, what the hell is that on the beach? Yeah. Yeah, okay, good luck, man. Блин, капец, народу много здесь уже, и это... Надо поехать все-таки, собраться. Я вот не могу, сижу уже час, блин. Мне кажется, это нереально вообще такого, чтобы в жизни не рассыпать гречку вообще никогда. Вот не бывает такого. У гречек настолько беспонтовые вот эти пакеты вот эти вот дерьмовые. Вот, и все они такие. Вот ни одной гречки не вел с другими пакетами. Вот как вот здесь, например, вот чтобы зиплок был. Вот зиплок ведь классная вещь. Вот закрыл и все, он не рассыпется никогда. Здесь нет. Вот, хер нормально его откроешь, обязательно просыпешь ведь. Так, ну что, время 16:00. Самое время выдвигаться. Короче, уже подремать успел, все, полежал. Потом что-то проснулся, думаю, так я поеду. Устал лежать. К тому же еще вроде ветер попутный. Ветер поднялся такой сильный и вроде попутный. Съездим, посмотрим. У меня еще вода закончилась. Что-нибудь родники какие-нибудь найдем, наберем. Тут ветер пыль какую поднимает. Песок. Так, бродик надо проехать. Оп. 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 Изи вообще.
Все, снял шлем. Что-то жарковато в нем и тяжело как-то ехать. Да, плюс здесь уже трафика никакого нету. Хоть голова подышит. И без контактов, кстати, что-то хорошо. Видимо, у меня беспонтовая обувь вот эта дешевая. Там нога скованная. И плохо дышит. Сейчас вот в ватершузах они все дышат. Я привык вообще в шлепках ездить, в сланцах. И мне нравится, когда все дышит. И прям сейчас хорошо. Фух, что-то я решил немножко сладенького попить. Заехал в магаз. Вот, и пользуясь случаем, передаю спасибо огромное Влад Страва мне отправил 300 рублей на бусте. Вот, спасибо большое. Удачи там, где бы ты ни был. Спасибо. Сладенького попил, сразу энергия появилась, прям хорошо. Сладкое в дороге все-таки, без него никак. Вообще вот никак. Я даже не знаю, чем можно заменить. Наверное, есть, конечно, заменители, блин, но вот сладкое, прям допинг такой хороший. Облака такие хмурые перед горами скапливаются. Что-то с них там течет даже. Непонятно, может дождь, а может и снег даже. Не устану радоваться, какая дорога здесь классная, кайфовая. Сейчас солнышко скрылось еще. Здорово. Кстати, по ягодам. Сейчас, блин, вроде еще рано для ягод. Надо попозже, наверное, в июле, как обычно. Август. Самое время сейчас полакомиться чем-нибудь съестным. Не получится, я думаю. Ничего нету пока. А так хочется витаминчиков. Вот здесь реально как будто в Сибири. Где-нибудь в Забайкалье. Уже вот так вот все дикое. Людей нигде не живет. Здесь поселений нету. Покапал первый дождик. Мне, конечно, сейчас в дождь не надо попадать, потому что это холодный дождик. Это не флоридские теплые ливни. А я даже не взял дождевик. Ох, зато мокрым асфальтом как пахнет. Тоже с дорожки свернул посмотреть какое-нибудь место. О, здесь народ тусуется. Что это такое здесь за движняк? Так, давайте-ка посмотрим, а что здесь такое. Просто типа карьера какого-то отвала. Блин, прикольное место. Такая площадка огромная. Видимо, отвал был. Ну и сейчас отвал. Просто давно не использовали, потому что там вход закрыт валунами. Вот здесь и заночую, наверное. Прям хочется что-то. Тут небо видно. Небо шикарное. Картечи здесь валяются. Кто-то по банкам тут стрелял. Мусор какой-то. О, гром. Надеюсь, мимо дождик пройдет. Смотрите, что я здесь. Калину нашел. Калина. О, 100 лет ее не ел. Вкусно. Прошлогодняя еще. Ну, здесь, походу, лосяш гулял. Он копытцем провалился. Фига здоровая.
Даже идешь по лесной тропинке, и то тут знаки стоят. Slow. Хорошо, разгоняться не будем. Очень понятно, куда эта дорога идет, она к речке. Вон туда. Блин, а я бутылок не взял. Мне как раз воды надо набрать. Чуть-чуть есть, но на всякий случай что-нибудь сварить бы. Какая здесь тишина, умиротворение. Хорошо все-таки по лесу гулять. Это вообще святое. Это храм. Лес. Это мой храм. Тут целые заросли калины. Чуть-чуть осталось. Можно прям поесть. Нужно. Вот. Ну, сколько интересных тут камней и минералов. Красивых. Это соль? Нет, не соль. Похоже, как будто соль. Вот здесь вообще камень, как шоколадный орешек, так отслаивается. Интересно. Ух. Класс. Я вот сейчас подумал, вот если взять и поставить на одном конце Флориду, а на другом конце Россию, и между ними поставить Аляску, то совсем на децл, наверное, вот, Аляска в общем ближе к России. Это даже не географически, а вот чисто по своим ощущениям, потому что, конечно, разброс большой, как бы где Флорида, где Россия. Ну давайте по природе, ну это прям Сибирь здесь. Вот я еду сейчас, понимаю, что это прям Сибирь. Инфраструктура ближе к России. Вот. В плане социума, общества здесь, вот пока по моим наблюдениям, я не говорю, что я здесь жил, да, я понимаю, что надо пожить, тут как-то понять, какие люди. Вот даже то, что люди здесь особо, ну, не здороваются вот сами, как вот во Флориде, где там good morning, там вот, ну, это обязательно, это нормально. Там. Здесь такого нет из того, что я видел. То есть это тоже ближе к России. Вот. Понятно, что это американцы говорят на английском, как бы обычные американцы, такие же, как вот там, живут практически везде, но вот со своими особенностями, которые похожи на российские. Поэтому вот чуть-чуть на децл, я думаю, вот Аляска ближе к России. Не, ну, не географически имею в виду, а ну, вообще во всех планах. Не по расстоянию, то, что она, понятно, что ближе, чем Флорида, но все-таки большая разница. Поэтому я говорю, немножечко, но ближе к России, чем ко Флориде. И это вообще интересно. Но то ли еще будет, мне еще много чего предстоит увидеть. Но пока вот из первых наблюдений это вот так вот. Поэтому, если вы в эмиграции, где-нибудь в Америке живете и скучаете по России, я настоятельно рекомендую приехать на Аляску. Вы, конечно, тут действительно почувствуете вот этот дух. Ну, все-таки Аляска была под Россией, под империей российской, так что тоже, ну, как бы это ладно, хрен с ним. Не будем сейчас вспоминать, что там было, когда было. Вот. Но вы удивитесь. Вы прям как дома себя почувствуете. Вот я сейчас чувствую себя даже не как в Америке, как будто, а действительно как где-то в тех местах, в которых я был когда-то, там по России ездил. Вот в Сибирь. Сейчас вот у меня ощущение, что в Забайкалье где-то. А вот вообще
хорошо, что есть Богом забытые места на Земле, нетронутые цивилизацией. Ну или тронутые, но частично, не так сильно. Вот. Что есть запустение. Вот, например, я всегда думал, вот хорошо, что в России такое упадок постоянно, какие-то кризисы. Никому нет дела, никто не строит заводы новые, там фабрики. Зато природа может выдохнуть спокойно, когда вот не развивается, так скажем, государство. Вот, и это спасает природу в какой-то плане. Потому что вот возьмем как пример Китай, в котором я был. Там, да, поражает воображение, там такая инфраструктура развита, такие дороги, там мосты, такие виадуки, там, ну, просто после России приезжаешь туда, после Дальнего Востока, ты реально офигеваешь, там, как это все. Но у этого есть обратная сторона медали. Почти вся территория Китая, она очень сильно освоена. И там практически нету диких мест, особенно восточная часть Китая, там, где вот эта Великая Китайская равнина, я вообще про нее даже не говорю, там вообще нету никаких мест. Наверное, есть какие-то заповедники, конечно, да, но за пределами этих мест там все настолько освоено, там нету ни кусочка земли, чтобы он просто был вот кусок земли и ничего на нем не было. Любой кусок земли либо что-то построено, либо какая-то сельхозкультура там растет, и все, и там нету вообще просто вот запустелых земель или просто какой-то кусок природы, кусок леса. Нету, там все имеет какое-то значение. То есть и все используется, и это очень плохо. Вот у нас вот в России там любят часто говорить, вот, поля пусть, поля там забросили, еще что-то. Так природа там восстанавливается как раз, леса начинают вырастать. Что в этом плохого-то? Вот пример Китай. Нету вообще природы нормальной там. Люди живут там, наверное, и с ума сходят. Пойти некуда. Я помню, палатку там просто негде ставить. Вот едешь по этой Великой Китайской равнине, там только в полях где-то в каких-то кукурузных, в каких-то садах я там ставил палатку. Вот, и это еще надо найти их, как бы. Поэтому хорошо, что есть вот такие места, мало освоенные людьми. Это спасает природу. И хорошо, что часто нет дела вот до таких мест людям. Потому что если люди начнут здесь заниматься своей деятельностью, строительствами, осваивать это, то природе будет плохо. И чем мы будем наслаждаться тогда, если природы не будет? Не пойму, что этот птиц делает. Как будто у него с крылышками что-то. Ну, вроде нет, у него ритуал какой-то, наверное. Не, они все так об камни трутся. Вначале кажется, как будто, блин, подранок какой-то. Да, с палаткой я, конечно, просчитался. Вообще что-то про это забыл, я совсем не подумал, что без каркаса вот ее вот на каменном покрытии ее не поставить. Ну вот только если валуны такие поставить, но все равно это не то. Фу, теперь мучиться, страдать вот так вот надо.
Я не знаю, слышно или нет, там стая. То ли шакалов, то ли волков, не знаю. Есть ли тут шакалы. Проснулась, короче, стая. Давай орать. С того места, где я гулял. Ну, видимо, там живут, вот в низине речки. Главное, чтобы сюда не приходили. Волки прибежали сюда какие-то. Зовет он. Что будут делать, интересно. Надеюсь, мне всю ночь мозги ебать не будут сейчас. Давай, вали отсюда. И больше не приходи. Ну, он, наверное, предупредил, что здесь человек, типа. Здесь лучше не тусоваться.